Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу о главных мероприятиях якутян этим летом, о том, где можно увидеть прекрасные виды арктических гор и северного сияния в работах художника. Ну и еще о многом другом поговорим сегодня с вами. Давайте приступим. Портал Ростуризма Travel Russia подготовил 133 автомобильных маршрута по всей стране. Один из них предлагает доехать до Ленских столбов. В готовых маршрутах собрана вся нужная информация, на карте отмечены локации поездки. Путешествие расписано подробно и по дням. Также указано, где можно остановиться на ночь и пообедать. На выбор представлены разные по длительности поездки. Можно поехать в тур выходного дня, а можно на все 5 дней. Так, тур «Сокровища Якутии» предлагает двухдневный автотур по маршруту Якутск, Артодайду, Покровск, река Лена, Ленские столбы. При этом путешественникам из других регионов представлены способы добраться до Якутска из Москвы, Петербурга, Нерюнгри и Читы. В год столетия ЯССР юбилейный 15-й национальный праздник Исэх Олонхо проводится в Верхневилюйском районе. В праздничную программу включено более 100 культурно-обрядовых и спортивных мероприятий. Впервые за 2 года праздник состоится в очном формате. Ожидается чуть свыше 15 тысяч человек. Жители и гости Верхневилюйского улуса ждет участие в масштабной и насыщенной программе, театрализованное зрелищное открытие праздника, соревнования, конные скачки и многое другое. Ключевым событием Исэха Олонхо станет 4-й международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», посвященный культурному наследию народов России и мира. Исэх Туймады в столице пройдет в обновленных объектах. Комплекс Усхатын активно готовит к празднованию. Глава региона поставил задачу перевести национальный праздник на самом высоком организационном уровне. В этом году впервые с начала пандемии Исэх Туймады пройдет в традиционном формате. Сегодня на площадках идут ремонтно-восстановительные работы. В том числе будет перенесена площадка обряда «Встреча солнца». Построена сцена на театральной площадке. Также обновят указатели, деревянную трибуну на спортивной площадке. Ну а основным мероприятием праздника станет чемпионат мира по масс-рестлингу. Он пройдет в Якутске с 21 по 27 июня. О подготовке к соревнованиям информацию Айсену Николаеву представил глава Минспорта Леонид Спиридонов. Предварительные поединки чемпионата мира по масс-рестлингу пройдут в Триумфе, а финальная часть в абсолютной весовой категории на спортплощадке Исэха Туймады в Усхатыне. На 2 июня свое участие в чемпионате подтвердили 230 спортсменов из 44 стран. Для освещения событий чемпионата на федеральных каналах будет работать съемочная группа Владимира Иванского, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. За ходом соревнований можно будет следить на НВК «Саха», а также на телеканалах «Боец», «Матч» и «Спортивный». В арт-галереи Урдел проходит выставка «Арктика. Мой путь». На ней представлена огромная коллекция экспозиций из полотна и графических работ мэтра якутской живописи Юрия Спиридонова. Выставка посвящена 70-летию художника. Автор воспел в своих картинах ландшафт Якутии, природные богатства, просторы северного края, образы людей, жизненный уклад предков и новый мир технического прогресса. Большую часть работ Юрий Спиридонов посвятил природе и людям Арктики. Особенно ему удалось полностью создать и передать через картину особенности далекого края. Увидеть эти шикарные работы можно до 28 июня включительно. Собрано всех моих экспериментов и всех моих мыслей здесь собрано на этой выставке. Тут есть и реалистические картины, есть Арктика. Выставка называется «Мой путь Арктика». И поэтому больше доминируют работы, которые связаны с Арктикой. Это моя родина и вообще мое существование, можно сказать. Один из видов активных, даже экстремальных развлечений, которые набирает обороты, это прокатиться на питбайке. Моя коллега Дарья Анкехова расскажет и покажет, каково это. Сюда. Ой. Так, нормально? Пойдет. Вот эти штучки в стороны. Я давить не буду сама. Хорошо? А как же макияж? Ныряем. На раз, два, три. А как же макияж? Ну, там останется немножко на шлеме. Подожди,
Подождите, а его растянуть нельзя? Нет. О, боже. Нет, Все? Все, он только щечек касается. Ничего себе. Зря меня красил визажист сегодня. Не, нормально, ничего не нужно. Это преодоление страха номер 1. Да. Это жесть. А я как будто в кастрюле. Перчаточки. У меня щеки. Я теперь поняла, что у меня большие щеки. Все так, вы же видите, девочки говорят, не фоткай меня в шлеме на щеку. Нужно запомнить договора. Все начинается с посадки. Все начинается с посадки. Садимся поближе, вот сюда, практически на бак. Помню бедра. Бедрами держимся за бак. То есть за мотоцикл мы держимся именно ногами за бак, бедрами, а не руками за руль. То есть в таком положении не катаемся. Вот здесь сидим, коленями держимся. Нужна развесовка на задний амортизатор и на вилку. Вилка должна быть загружена, поэтому мы сидим впереди. Смотрим вперед метров 5. Локти повыше, амплитуды должно хватать, длины рук должно хватать, чтобы маневрировать. Грудь чуть-чуть вперед и как бы полетели. Страшно, да, звучит по-другому. Очень страшно звучит, но бояться его не надо. Могу поставить? Я не упаду налево-направо? Нет, упадешь? Ну как на велосипеде, ты же одной ногой всегда на землю. Не, я просто хочу понять, ты его держишь, ты вес чувствуешь? Нет, я вообще ничего не чувствую. Давай заглушим, чтобы ты не волновался. 2 круга сделаешь, потом остановишься, я тебя здесь поймаю. Ничего, я правда поймаю. Ну что, как говорится, с Богом. Оператор очень весел, он просто веселится сидит. А вы со мной не поедете, что ли? Нет, я бегать буду. Вот так вот. Все сама, все сама. Все, едь, едь. Ой, мамоньки! Если хочешь остаться живым. Так, ну что, эмоции, впечатления? Мне почему-то кажется, что это сложнее, чем квадроцикл. Почему, не знаю. Ну, потому что опыта вождения, видимо, нет. И вот эта вот ручка, она так чувствительна, да? То есть чуть-чуть пережмешь, и все, уже скорость сразу. Но я думаю, сейчас мы должны поехать уже на какую-то локацию, ведь, да? Нам в горку надо ехать. Куда? А может, в следующий раз? Ну, поехали! И... Даша, вперед! Мамочки! Ну что ж, на сегодня это все. Встретимся завтра в эфире телеканала Якутия-24 в это же время. Всем хорошего дня!